прибывших и для вас. Водой грейся! Для свершений создан человек! Вам место рождения любимцев удачи! Для каждый мог сделать счастливой судьбу! Сыны комсомола не могут иначе! Они до сих пор продолжают борьбу! Солнце в небе светит мудро. Строительство железной дороги до Нижнего Бестяха это была мечтой многих поколений якутян и в целом государства. Формирование строительства этой железной дороги как-то напоминает судьбу человека. Она формировалась, она создавалась так же, как и у человека жизнь в очень сложных условиях. Были победы и были разочарования. Если вспомнить, то в 1904 году, ровно 110 лет назад, правительство российского государства рассматривало предложение французского крупнейшего предпринимателя, который предлагал построить железную дорогу от Восточно-Сибирской железной дороги через Якутию, через Чукотку, дорогу на Аляску. Правительство, рассмотрев, считал пока преждевременным этот вариант решить. Потом, спустя 8 лет, этот же вопрос рассматривался в другом ракурсе, учитывая, что царская Россия тогда уже видела, что Якутия имеет много богатств, которые надо осваивать для развития государства. И было рассмотрено предложение строительства железной дороги до Якутска Хандаги. И это решение было принято, и начали было рассматривать уже строительство железной дороги, но помешала империалистическая война. Потом, когда мы уже в советское время, на заре становления государственности Республики Саха-Якутия, основатели нашей Якутии ставили вопрос перед Москвой, что необходимо построить железные дороги до Якутии, до Якутска. Этот вопрос рассматривался и поддерживался, но, к сожалению, по разным причинам задерживался, но при этом было принято решение построить автомобильную магистраль. И в 30-е годы в Якутии появилась Амурская Якутская магистраль, а именно в автомобильном исполнении. И в 1940 году начали строить уже в сторону Якутии железную дорогу, которая, к сожалению, с началом Великой Отечественной войны была разобрана в районе Тынды и направлена на переплавку для использования в оборонных целях. Потом, мы все-таки много уже слышали, пришла эпоха строительства БАМа. Ровно 40 лет назад БАМ был завершен, и было принято решение продолжить строительство железной дороги на север. Но тоже были очень много проблем. Только в 1992 году мы все-таки получили железную дорогу в основном до Беркатита, а потом начали заниматься уже в современных условиях, в сложнейших условиях, когда не было финансовых ресурсов, строительство от Беркатита в сторону Алдана, Томота, Кердема и до Нижнего Бестяха. История, она очень сложная. Но мы сегодня здесь стоящие в основном занимались проблемами строительства железной дороги уже на территории Якутии. За эти годы, для того, чтобы довести эту дорогу до Нижнего Бестяха, только с Томота израсходовано 48 миллиардов рублей. Из них 24 миллиарда было перечислено за счет бюджета Российской Федерации. 22 миллиарда было выделено за счет Республики Саха-Якутия. То есть Республика Саха-Якутия
то, что имело возможности своих финансовые, несмотря на все сложности, вложилось в эту дорогу. Для того, чтобы понимая, что это будет основой развития экономики республики в будущие года. История строительства железной дороги такова, что государство российское еще думало при царской России. Потом начинали строить при советской власти, а завершили в абсолютно новой рыночной России. Поэтому мы сегодня имеем такую дорогу, которая была именно мечтой многих поколений людей, которые хотели видеть эту дорогу. Уважаемые земляки, уважаемые якутяне, тогда, когда говорим о развитии инфраструктуры в республике Саха-Якутия, тогда, когда сегодня появились определенные возможности строительства автомобильных дорог, в прошлом году только на строительство автомобильных дорог было освоено 24 миллиарда рублей. Поэтому сегодня то, что делается, это все направлено именно на вектор развития республики. Поэтому мы сегодня получили именно временную эксплуатацию дороги, чтобы здесь начинать уже освоить эту дорогу для того, чтобы получить поддержку по перевозке грузов для центральной Якутии, дальнейшей перевозки на северной территории республики. Поэтому сегодня мы уже видим уже конец этой дороги, конец завершения мечты многих поколений. Потому что сегодня временная эксплуатация, она всегда давала возможности более ускоренно уже завершать то, что мы наметили. В ближайшие 2 года мы получим железную дорогу в полном комплекте. И не только с перевозками временными, грузовыми, но и пассажирскими. Поэтому, уважаемые товарищи, то, что мы здесь находимся, это событие огромной значимости для республики. Это событие, которое останется в истории республики. Поздравляю с этим прекрасным праздником. И хотел бы, чтобы наши сегодня победы, которые именно связаны с строительством железной дороги и других трудовых успехов, они заложили фундамент для дальнейшего развития нашей Якутии. Я благодарю строителям, хотя были много сложностей, не хватало финансирования. Вот Вячеслав Анатольевич здесь стоит, насколько было сложно в 90-е годы, 2000-е годы. Но мы находили возможности, убеждали правительство Российской Федерации. И российское правительство в этом плане, конечно, нас здорово поддержало и приняло решение завершить эту дорогу. Это было политическое, волевое решение, которое сегодня уже получило реальность. Поэтому поздравляю, желаю вам успехов. И, конечно, мы должны дальше уже не только грузовой перевозкой, но и пассажирские осуществлять. Чтобы якутяне все здесь доехали до Хабаровска, до Владивостока, если хотите, до Москвы, до Нью-Йорка, понимаете. Спасибо, с праздником! Указ главы Республики Саха-Якутия. Моющее средство. Вагоны под номером 592, 75, 930. Строительные материалы. Строительные материалы для продолжения строительства станции Нижний Бестяк. Следующий вагон везет сахар. Затем вагон под номером 599, 83, 148. Строительные материалы. За ним вагон с изделиями бумажными.